Арсамак. Я Юлою Арсамаку Руслан Мустафаевич. Да, зиму сайваус. Юлу. Ах, юта, набут. Хаян юта инерпи. Суфаловал ялчи. Чтобы было все понятно, я вам все скажу на русском языке. Мне так легче говорить. Послушайте. 26 числа, когда был подписан вот этот самый указ, вот он на карте, да? Там глава нашей республики нам сказал, мы совершили обмен метр на метр. Так он сказал. Вы помните? Что такое обмен? Это значит, у меня есть куртка, вот у него есть шапка. Он мне говорит, мне понравилась твоя куртка, давай махнемся. Значит, он сознает, что куртка моя. Понимаете? А я знаю, что шапка его. Так вот, слово обмен предполагает, что вторая сторона прекрасно знала, что земля наша. И поэтому предложила обмен. Это первое. Второе. Внимательно слушаем опять нашего главу. Он сказал, мы выровняли границы. Представьте себе. Значит, были какие-то кривые границы, которые он равнял, правильно? Значит, граница была. Это все обман. И земля, то, что было наше, они прекрасно это знают. И глава наш знает. И наш глава знал, что граница была. Потому что ему нечего было бы равнять, если бы ее не было. Правильно? Правильно. Третий вопрос. Нам говорят, там никто не живет, и там якобы эти земли нам не нужны, а вот придет хороший хозяин их освоит. По этой логике в Российской Федерации пол Сибири, какой 90% в Сибири никто не живет. Давайте отдадим Японии. У них есть технологии, у них есть ум, у них есть богатство, они освоят эти земли. А нет, скажут, разбазаривать нельзя. А я скажу, ничего себе, если этот закон разбазаривать нельзя, применим касательно Сибири, почему не применим касательно земли ингушской? Нам скажут, а нет, понимаете вы, там, понимаете ли, иностранное государство и здесь иностранное государство. И вот между ними обмен земли не предполагается. А вот внутри страны, вот одна республика может уступить другой республике. Нет, дорогие товарищи. Тут вся технология вот в чем. Обе республики имеют свою территорию, свой флаг, свой гимн, свое правительство. И, разумеется, туда-сюда двигать границы просто так нельзя. Я вам приведу один прекрасный пример, что получилось из передвижения границ. В 1953 году передали согласие. Опять же, смотрите, там произошел обмен, там не было передач. Там ушел Таганрогский район Российской Федерации, вернее, Украины ушел в Россию, а Крым был передан Украине. Понимаете? Через 60 лет к чему это пришло? К тому, что Советский Союз распался, появились два суверенных государства, которые теперь осваивают, вернее, оспаривают этот Крым и этот Таганрогский район. Правильно? Правильно. Так вот, надо смотреть вперед, прежде чем что-то менять на что-то. Что из этого получится и что из этого было. Так что все эти факты о том, что земля никогда нам не принадлежала, я даже не буду ходить в историю. Она принадлежала нам, и они прекрасно про это знали, обе стороны. Потом, не было границ, неправда. Границы были, иначе нечего было бы равнять. Это второе. И третье. Земля, которая якобы лежит без освоения и там чего-то подобного, никакого отношения не имеет к этим речам. Потому что очень много, у всех стран есть неосвоенных земель. Это не значит, что надо перебрасывать их направо и налево. Понимаете? И еще одно. У меня последнее есть, если вы согласны, сказать еще пару слов отношения Ордской. Ордской, Битманов. Одна половина ушла в Чечню и назвала себя чеченцами. Другая половина Ордской ушла в Ингушетию и стала называть себя ингушами. Так вот, когда уходили чеченцы, щедозицы со своей землей, они там уже давно, а ингуши, которые вот Ордской называются ингушами, со своей землей уже вот здесь, правильно? Правильно. Это простой пример вам. Вот два брата в 27 году, есть такая история, там, ну, не будем говорить об авторе, есть такой рассказ. Два брата получили межи, землю, ну, когда раздавали землю советскую власть. И вот один жил ближе, допустим, к деревне Сурогатова, а другой, допустим, к деревне Петушки. И вот, когда создавались колхозы, один брат ушел в деревню Сурогатова, в колхоз Победа, а другой ушел в колхоз Путь к коммунизму, вот сюда. Но они ушли вместе со своими долями земными, правильно? Правильно. Так вот, с тех пор, вот эта земля теперь принадлежит не брату одному Иванову Петру Алексеевичу, и не Иванову Федору Алексеевичу, а принадлежит колхозу Путь коммунизма и колхозу Победы. И с тех пор вот эту землю уже должны не два брата между собой решать этот вопрос, а должны решать вот эти два колхоза. Извините, что я сравниваю наши две республики с двумя колхозами, это показательный пример, чтобы было понятно. Так вот, вопрос о передаче земли. Еля, кто орц войдут, хабизм, оза, деду, олц, провокатор, олц. Изхар слышал. Во-первых, и навсегда. Кыса алхамдат, бехна. Arshako Musa, Arshako Musa.
подготовиться Татиеву Руслану. Я хотел бы коротко сказать по докладу Карамсолта. Доклад, по моему мнению, очень объемный, очень лаконичный и очень грамотный. По-моему, тут можно сделать одно. Просто попросить Карамсолта дать ему в помощь юристов. Он четко обозначил, по крайней мере, так как я понял, 3 уголовных статьи. Передать этот материал в прокуратуру республики на возбуждение уголовного дела против этих людей. Я коротко хотел вот это предложить. Татиев Руслан, Руслан Татиев. Хорошо. Узама. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Я увидел Голгофа ваши ответы. По воле судьбы в 1990 году